Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 27 августа 2024 года, 19 часов 3 минуты по центральноевропейскому времени, 20 часов 3 минуты по городу Джахару. У нас 46-я платформа открытого диалога, 45-й стрим, 65-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Сегодня стрим на русском языке, и с нами снова Аят Эдигов. Друзья, задавайте вопросы ему, я буду зачитывать в чате. Стрим у нас идет в Телеграм, в ТикТок и в Ютуб. Аят, я вас приветствую. Ассалам алейкум, ашвой. И сразу тебе слово. Алейкум салам. Я вас тоже всех приветствую. Добрый вечер. Все наши друзья, которые к нам на канал выходят. Наша задача, как вы знаете, сообщать вам, информировать вас о том, что происходит, как нам действовать в этой ситуации, где и как вот сегодня, как это прорвало, собственно говоря. Ну, вопросы, о которых мы говорим, это в первую очередь вопросы Украины. И как раз с этим обязательно сопряжено и состояние дел Чеченской Республики Ичкерия, которая оккупирована, естественно, и Грузия, часть которой оккупирована, Молдовы, ну и мы говорим и Беларусь, который захватил фактически Путин. Поэтому вот вокруг этого мы ведем эту, передачу. И, конечно, мы хотим, чтобы все так сложилось, чтобы именно в этом ключе вот эти все вопросы рассматривались, и чтобы, победа пришла не просто там, отбились, а для того, чтобы мы могли вернуть, как говорится, на статус-кво, как было в 91 году, то, что было в этих территориях создано по международному праву. Здесь много вопросов, мы именно рассматривали много раз, но сейчас вот мы поговорим, я думаю, здесь о том, что происходит на Курской дуге, в Белгородской, в самой России, что происходит еще до сих пор в Америке, как идет сообщение, отношения между, скажем, Украиной и западными странами, которые снабжают их вооружением. В общем, ситуация, конечно, не патовая, но в то же время желательно было бы, чтобы Украина получала больше оружия, быстрее получала бы. По нашему мнению, оно должно было быть уже давно на территории Украины. Украина должна была быть уже где-то на своих границах и выброшена Россией за пределы всей украинской территории. Это наше желание, и в то же время мы говорим, что это подняло бы дух тех свободолюбивых народов, те, которые создали свое государство, народы, которые создали после развала Советского Союза. Но что-то вот это как-то ситуация, как вы знаете, с 22 года, уже 24 год, она как-то застопорилась. Она застопорилась, конечно, не потому, что бездействовал украинский народ, армия, потому что вот мы видели, что сама российская армия России, они заявляли, Путин, что мы там в течение недели, 2-3 месяцев возьмем все это, все захватим, Киев придем и все такое. Но им продвигаться не удается нисколько. Они находятся на этих восточных территориях, в этом Крыму отбиваются. Они напали на Харьков, до сих пор это Харьков, который так они все по всем СМИ своим колотили, рассказывали, до сих пор это взять они не смогли. Это говорит о героическом сопротивлении и духе украинского народа. А это очень важный момент, который необходим для того, чтобы, скажем, победить в этой жестокой войне с этой гидрой, человеконенавистской гидрой. У него лицо доброго, такого хорошего человека, такого милого, который там детей любит.
и в то же время вот такая жестокость. Так они вот уничтожают украинцев, уничтожали всех, кто на их пути были, уничтожают слово неправильное, убивают. Убивали и нас, они убили более 250 тысяч людей, чеченцев. И мы всегда хотим об этом напомнить, когда мы говорим здесь, что мы не зря прожили все эти годы, столько людей побито, столько убито. Сегодня наш народ находится под оккупацией. Нам очень важно освобождение этой территории и восстановление нашей государственности. Поэтому, несмотря ни на какие вот эти вот заявления российских СМИ, поездки Путина по Кавказу или по другим регионам, ну и по своим там сателлитам, скажем, которые есть в этом на Дальнем Востоке, что Путин в эту, чтобы эта война была выиграна полностью. С моей точки зрения, с нашей точки зрения, с точки зрения президиума, мы считаем, что если эту войну не выиграть полностью, то враг перегруппируется, снова наберет силы, будет всю свою, как говорится, промышленность закрутить на войну и снова может пойти, ничего не стесняясь. По крайней мере, надо сделать так, чтобы он это не смог сделать. Теперь вот мы слышим разговоры о том, что надо там переговоры устроить с ними, то с украинской стороны вроде бы это звучать, то с российской вначале Путин об этом говорил. И как перекидывание шара туда-сюда, вопрос стоит пока что, ну скажем, не движется никуда, как бы на месте все стоит. Хотя говорят, что на Востоке упорно движется шаг за шагом, очень медленно, но движется Россия для того, чтобы, значит, закрепиться на каких-то там позициях. С другой стороны, в Курской, Белгородской, в этой стороне Украина вошла туда, и туда вот, значит, из тыла действует и хочет сделать там санитарную зону. Вот такая ситуация. Мы все об этом знаем и видим. С этой стороны много пленных. Что делать? Сегодня, скажем, и Европа, и Америка. Ситуация такая, что здесь мы видим на Западе, как это. Здесь они напряженно следят за этим, уже чуют, что здесь эта война может даже сюда прийти. Есть такое вот мнение. И поэтому каждый здесь тоже хочет, насколько я понял, меньше дать, чтобы у себя больше оставить. Вдруг война придет. Вот такие вот мнения здесь существуют. То есть пока не решится вопрос, скажем, с выбором президента вот в Америке, который их обобщит, который их в единую, как говорится, коалицию снова сделать, видимо, так и будет продолжаться. Но тем не менее, украинцы ведут свою борьбу, продолжают, вот, активно сделали свой, захват территории для санитарной зоны в Украине, для Украины этих территорий. Я думаю, что это будет в какой-то степени, хотя мнения разных экспертов и такие, и сякие. Но, несмотря на это, здесь в выступлениях и Зеленского, в выступлениях разных людей, все вот слышится вот такое, что нужно вот, как будто бы надо бы сделать эти переговоры. Но переговоры, они могут быть только с позиции силы. Вот я вам скажу, когда мы в 96-м году повергли, скажем, этого врага, он со всех сторон был у нас повержен, так, и в 96-м году, в августе, значит, начались разного рода переговоры, там были разные встречи, приезжал к нам господин Лебедь, генерал, как секретарь Совета Безопасности с нашей стороны, крутили-вертели. И потом в конечном итоге вот эта вся вот эта закваска, которая там крутилась, хотя мы и победили, хотя и войска и вывели,
им удалось в той или иной форме подписать какие-то документы в пользу себя. Представляете? Потому что очень, очень важно эти документы. Помните, Минские соглашения, другие там турецкие, скажем, стамбульские соглашения, где они выкручивали какие-то там моменты и в пользу себя это делали. Поэтому вот эта ситуация, даже когда мы вот такую ситуацию победили, им удалось это сделать. Но мы считаем, что бы нам не удалось, все равно наша ситуация была такая, что мы их выдворили, и мы должны были мирно дальше продолжать. А то, что подписано с ними, не играет никакой силы и никакое значение, кроме там цены этой бумажки, это известно давно. И у нас они это творили, и в конечном итоге наши люди, вот, скажем, наши руководители тогдашние, кто переговоры, все это делал, оказались в ситуации какой-то непонятной, сами собой не поняв. Подписанные документы оказались не полностью по нашей, как говорится, ситуации, в выигрышном состоянии. Но, несмотря на это, войска были выведены. Мы, значит, подписали потом следующий договор о мире. Мы ратифицировали этот скажем, договор о мире наш парламент ратифицировал. А вот Россия, а вот Дума этого не собиралась сделать, и она уже в 17 или 99 снова напала на нас, ничего не говоря, утверждая, что они наводят порядок на своей территории, значит, и что это их территория. Вот как они сейчас в Украину напали, они не говорят, что это война, они говорят, это денацификация, демилитаризация и всякое. Где, но не лишь бы не война. Это тоже хитрость с их стороны. Поэтому я просто хотел обратить на это внимание. Есть много моментов, о которых мы могли бы говорить. Если будут вопросы, пожалуйста, давайте вопросы. Я ограничу время своего выступления. Пожалуйста, вопросы и выступающие. Спасибо, Аят. Спасибо большое, Аят. Напоминаю, друзья, всех, во-первых, приветствую. Алейк салам, Машуэль, героям слава. Друзья, я хочу напомнить, у нас платформа открытого диалога, с нами сопредседатель президиума правительства, единственная легитимная власть Чеченской Республики Ичкерия Аят Идигов. Здесь Домитиев, спасибо вам за этот комментарий. Вы здесь говорите, что Аят настоящая легенда, вы просто почитайте о нем и так далее. Это совершенно так. Аят Идигов, бывший экс-председатель парламента Чеченской Республики Ичкерия, стоял у истоков нашего государства, создания, борьбы, защиты этого государства и всего-всего-всего, что связано с нашим государством. Соратник, близкий соратник Джохара Дудаева. И он, и наш весь президиум, единственная легитимная власть, еще раз повторюсь, Чеченской Республики Ичкерия, которую представляет наш президиум. Это все избранные или назначенные избранными нашими законными властями люди. И я вам напоминаю, задавайте вопросы Аяду, я буду их читать в ТикТок, в Телеграм можете зайти непосредственно сами принять участие, пишите комментарии в YouTube, в ТикТок, и я с удовольствием зачитаю, и Аяд сможет, если вам ответить на эти вопросы. Итак, вот Домитиев задает вопрос, Аят. Читал в одном обзоре, что среди контрактников Российской Федерации очень много дагестанцев. И у меня вопрос. А каковы настроения к независимости в самом Дагестане? Почему от них так много контрактников? Ну, вы знаете, это же понятно, что это территория России. И к тому же здесь добавьте то, что когда Советский Союз разрушился, и они получили право на свое государство, они не приняли даже декларации о том, чтобы создать свое государство тогда. Поэтому здесь связано с многими моментами, которые там настроение есть, мне кажется,
такие, что о своем государстве там пока не думают, они считают себя частью России. Но в то же время многие дагестанцы против этой власти, они пока что, видимо, не решили, что делать, они видят, что их тоже убивают, гнетут, они видят, что ситуация сложная, но не пойти на фронт или не пойти там что-то заработать, там тоже ничего нечего уже зарабатывать практически. И вот они решаются на это, идут. Не только там в Дагестане, но и в других регионах. Они сейчас цены же подняли. Раньше было там 200-500 тысяч, потом миллион, 1,5 миллиона поднимает, лишь бы люди шли в эту армию контрактникам и начали там что-то делать. Им там и проводят огромную пропаганду, что вот мы возьмем. Вот послушайте их там. Они говорят, вот мы возьмем, там мы успешно делаем. Вот здесь, значит, мы просто запустили Россию в Курскую область. Это была специальная такая программа запустить и сюда, а здесь пройти. То есть они вот так дурачат свой народ, а народ там практически, ну, скажем, не понимает. Он введен в заблуждение, с тех пор, как он был в рабском положении и остается. И в том числе вот остальные вот территории, которые за это, ну, у них нет лидеров. Даже у них был такой лидер, я помню, Деньга такой назывался. Так он недавно выступил, там всякую вот непонятную нес речь совершенно против там всего. Я помню, он был очень наш такой близкий, хороший, уважаемый человек, а сейчас какой-то вот так происходит. Что это такое? Об этом еще придется потом нам разгадывать. Но я думаю, что это связано именно с этой пропагандой, именно с этой, что там проводится такая пропаганда, что вот вся территория, которую заняли от Вышки Махачкалы, там 400 километров, это были прежде чеченские территории. И вот эти противоречия нам вдалбливают тоже. Нам сегодня не до этих дел. Нам освободиться надо. Если это и есть, когда-нибудь мы сами мирно все можем решить, а не воевать. То есть это вот вталкивается, и вот такая ситуация. Мне кажется, в этом вопрос. Спасибо, Баркал Аят. Вот, Аят, ситуация складывается, вот вы про этого Деньгу Халитова сказали. Да. В нем начал отзываться там другой деятель, который Кутаев. И, ну, вот эта тема началась, начали они обсуждать, сейчас все плохое, сейчас, как мы понимаем, сваливается на одного Путина и на его верных пехотинцев, пророссийские вот этих деятелей. И все как бы вот в этом нарративе, в этом направлении ополчились. И, по всей видимости, вот сейчас в Украине может фронт российский вот этот пасть, они могут бежать, попасть в плен, выводить их оттуда, это неизбежно будет происходить, и, скорее всего, готовятся против нас. Сперва это, конечно, будут кадыровцы, мы, которые этими кадыровцами преследуемся, убиваемся, репрессируемся и все остальное, мы потом будем, вернее, даже кадыровцев они потом отодвинут в сторону. Это же им нужны эти люди, садисты, убийцы и так далее. Ну да. К чему это того, что они идет? там, правильно. От того, что они идут туда воевать, от того, что там они умирают, потом они придут, это лучше не будет. Наш народ в 1939-1940 году наших людей, всех, кто мог брать оружие в руки, послали на фронт с борьбы с фашистами, как тогда говорили. Кто из них более фашист был, сейчас выясняется. По нашему мнению, эти больше фашисты были. Так вот, когда они все ушли в 1944 году, Россия вела свою НКВДшную регулярную армию и выселила около миллиона человек, чеченцев и ингушей. Да. А те, кто могли сопротивляться им, их не было. Их было очень мало, мизер.
Их они везли и всю дорогу, в общем, там наших людей погибло около 700 тысяч человек. Вернулось около 400 тысяч, с учетом норожденных там. Так что никаких привилегий от того, что они там воевали, что они там, значит, боролись с фашизмом, они не получат. Тем более не получат однонационально. Это снова будет однозначно сидеть там вверху вот эта клика, если сохранится Россия, к примеру. И все равно там будут одни русские или какие-нибудь их подлизы, которые с разных регионов. Все будет так же, это империя, мы должны это знать. Да, ты прав. Я согласен с тобой полностью, Аслан. Ты об этом говорил? Я Да, понял, так? да. Большому сожалению, Аят, какие-то очень плохие вот эти симптомы мы видим, и плохое, короче говоря, предчувствие у меня со всем этим. Ну, будем наблюдать. Да. Ливан, приветствую вас, салам, Ливан и так далее. Шамиль, всех приветствую. Друзья, напоминаю вам, кто не находится в России, либо во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в других оккупированных территориях Украины или Грузии, пишите комментарии. Тот, кто не находится, пишите. Тот, кто находится, не пишите. Пишите комментарии, распространяйте ссылку на наш стрим и ставьте лайки. Это помогает во время стрима распространить еще больше, чтобы людей увидели. Так как наш канал на территории фашистской России запрещен. Пишите комментарии. Есть у нас шанс иметь признанные паспорта хотя бы Турции, Ирана, Грузии, Азербайджана, чтобы в случае чего мы смогли бы спокойно поехать домой, говорит Мага. У нас нет таких паспортов. У нас были эти паспорта еще в 95-м, 6-м году, и первые их там, как говорится, партия их пришла, небольшое количество. Они были изготовлены 3 видов, так, а затем началась вот эта полномасштабная война, и за все эти годы у нас были даже и деньги свои, нахар, там еще другие уже мы смотрели первые партии денег, это все, мы все это готовили и делалось тогда. Да. Но война, это все, вот эта вот агрессия, все это пока что, значит, вывело из строя все это состояние, и мы пока говорить о их паспортах не можем. Паспорта, которые выдают здесь самозванцам во главе с Закаем, это самозванцы, они никакое отношение не имеют к нашей власти, тем более с 2007 года, когда они в 2007 году в ноябре, 6 ноября объявили себя незаконно объявили себя властью при действующем президенте и правительстве, захватив, кстати, воспользуясь тем, что в их руках был этот государственный сайт Чечен-Пресс. В военное время других не было у нас, не печатных других, а здесь на Западе. Вот, используя вот это, этот человек и его группа, они это сделали, и это их паспорта, и их там все эти награды, которые они присваивают, раздают там разным людям в разных странах. Они не имеют никакого отношения к Чеченской Республике. Их даже герб, который они вот там вывесили, герб даже у них не тот, наш герб. То есть они, в общем, искажают наш герб, искажает нашу атрибутику, а это преступление с точки зрения нашего государства. Они у них 9-конечные звезды, у нас всегда 5-конечные были, и есть решением парламента принято. Так что на эти документы нельзя сейчас как-то вот верить. На них ссылаться нельзя. Мы можем вернуться туда, имея свои те паспорта, которые были у нас когда-то. И более того скажу, что есть закон, который еще в 91-м, 2-м году, в начале, в это время вышел, в котором сказано, что любой чеченец, который в любой точке земли родился,
от родителей чеченцев, есть хоть один из родителей, то он автоматически становится гражданином нашей страны. То есть это вопрос. Главное, чтобы вы сейчас не попадались на уловку вот этих самозванцев, которые здесь раскрутили про кремлевскую вот эту свою пропаганду, ведут ее по всей Европе, им там поддакивают. На самом деле они ничего не имеют. Никто у них не спрашивает, чем они занимаются, что делать. А почему не спрашивают? А потому что никому дела нету до нас, до нашей ситуации. Потому что даже вот закон о ликвидации власти, и тут дело практически как бы нет, хотя мы добились общения с ним, вот признания нашего государства, скажем, Украиной как оккупированной территории геноцида. Далее дело не идет пока. Видимо, есть какие-то причины внутреннего характера, политики, поэтому мы говорим, что это пока время, надеемся, что это все изменится. Но мы должны понимать, что вот такая ситуация, и этим пользуются эти люди. Кроме них есть и другие люди, которые этим занимаются, выставляя себя властью нашего государства. Вот такая ситуация. עכשיו סעדי, комментарии, יש аят ובו испанский стыдюк аят лилу шерк и мидалш дайслуш изгич яхити вогсо бохцартига мидалш луши тапоман си ела Будановин ела из Буданов союз Зеленский чум передатель. Ну, я помню это все. Помню, извините, я здесь должен какую-то бумагу. Это. Да, это я знаю. Они не только там, а везде всем там старым людям, которые к ним приезжают, бывшим политикам, западным, другим, там собирают всем, раздают медали, раздают эти высшие награды Чеченской Республики, придумали орден Жахар, которого не было сами. То есть самозванцы имеют полную свободу, как в дурдоме. Они себя и называют и Наполеоном, и Сталином, и кем угодно, и армию делают, и то делают. В конечном итоге, когда на поверхности это станет, этого не будет. Мы же не шутим, мы говорим, задайте этим людям вопрос. Кто вы? Представьте ваши полномочия. И у них вы их не найдете. Вот в чем причина. Поэтому вот такая вот ситуация, нам кажется, она сегодня очень, ну, можно сказать, позорная, с одной стороны, но это не чеченский народ, это не чеченская власть, нисколько. А это люди, которые работали и работают совместно с нашим врагом, вместе с ними, как агенты влияния. Не те люди, которые за ними стоят, многие, не понимая, попали в этот капкан, и мы им всегда говорим, уйдите оттуда, не занимайтесь этим делом. Мы надеемся, что ситуация изменится в будущем. А так на вопрос я ваш ответил, по-моему. Баркел. Так. Аят, с чем связано то, что, как вы думаете, Аят, с чем это связано, то, что ну, фактически нет сопротивления в Курской области. Да, какие-то бои есть, но русские бегут, прячутся по посадкам, по лесам, сдаются. И с чем это связано? Почему это? Я думаю, что это связано в первую очередь с тем, что люди, которые там есть, они скорее бы перешли на украинскую сторону и стали бы украинцами. Они понимают, что конечный итог война им приносит только страдания. Они не верят Москве, которая себя так ведет. Не верят. Нет, но они видят, они же читают, смотрят весь мир, что говорит. Они это понимают. Понимаете? Ну а в тех регионах, которые там далеко за Уралом или еще дальше, которые до этого дела как бы не касаются непосредственно, им они по-другому воспринимают. А эти же люди, как говорится, на острие находятся. Вот война, вот они.
Я думаю, что это связано с этим в основном. И они желали бы, чтобы быстрее оттуда в России убралась. Я так думаю. Это с этим и связано. Конечно, не все, но подавляющее большинство вот такого, мне кажется. А как, на ваш взгляд, будет развиваться тогда сценарий событий? Будет реально это санитарная зона, Аят, или же пойдут до Москвы? Я уже спрашивал, но более... Но ведь до Москвы они пойдут или нет, это вопрос другой. Важно не то, чтобы они пошли до Москвы, а важно, чтобы они изменили там эту власть, сместили и другую власть там установили, которая бы была народной властью, на основах каких-то правил, законов, чтобы они действовали, чтобы все люди в этой стране имели право голоса, свободы слова, ну, чтобы это было. Многие из них они не хотели этого, скажем, они хотели быть, что мы свободу будем, мы не знаем, что это, а мы не знаем, я встречался, помню тогда еще всех времена, а что мне с ней делать, что я буду делать? Нет, вот у меня есть начальник, или там шеф, я буду его слушать. Самостоятельно к этой жизни они мало приучены, они рабского характера, люди, многие. Ну, я имею в виду. А те, которые есть, они могли бы что-то там набрать и работать, но их тоже захватили, забрали у них все, что они были. Помните, аутсоризация была. Раздали каждому по 10 тысяч там, рублей, за которые они могли одну «Волгу» или больше купить. А потом это все обесценили, гиперинфляцию, все обесценили, и все это за бутылки. Вот поскупали, и все заводы, фабрики, все богатства ну, захватили вот эти сегодняшние, так сказать, миллиардеры. Это их работа. Они сегодня сидят, как будто бы они такие поймальщики, и вроде бы что-то мы понимаем. С неба свалилось, все схватили, сидят, они самые умные, понимаете? Поэтому этот вопрос очень в этом отношении должен быть правильно переориентирован, перерассмотрен, мне кажется. А захватывать Москву, туда идти, видимо, сейчас это не задача Кремля, то есть Киева. Это задача самих народов. Если там пойдет хаос, тогда уже это будет решать международное сообщество, я так думаю. А не может ли быть партизанской войне, что русские имеют историю партизанской, ну, по крайней мере, нам так рассказывали, что имеют большую историю партизанских войн, уйдут в подполье, Путин возглавит отряд этих партизан и будет бегать там, ботокс себе закачивать и бегать. Ну, это из области анекдота, можно сказать. Что они никакие не партизаны, они нигде не бегали. Это нам они рассказывали о Второй мировой войне, потому что там организовывали это. Это специальная власть организовывала, Сталин. Они эти все партизанские отряды организовывали. Они их снабжали. Они туда летали самолеты, давали им там снаряжение. Мы же видели фильмы, все. А сейчас что вот в Курской области, где партизаны? Или Волгоград, Белгородск, где партизаны? Против кого воевать? Против России или против украинцев? Чего им против украинцев воевать, которые им ничего не сделали? Они видят, что их бомбят, убивают Киев, все. Каждый день летят через них снаряды, ракеты. Они понимают это все. И не знают, в какую туда, или туда из огня в полымя, или куда им, в общем, броситься, не знают. Поэтому я не думаю, что так будет, вот, что партизанские отряды там будут. Не думаю. А что там получится, мы не можем угадать. Ну, по крайней мере, так я думаю. Ну да. Так, чумелу ennek mashwol алейкум салам. Сайфула, и ваймасит кантвин боатига Курская боа, Украина в целом боа. Так, Аят, мы все ждали, что после того, как будет пересечена красная линия, Россия нанесет сокрушительный удар по НАТО, по Вашингтону, по Киеву, по Брюсселю. Короче, по всем одновременно Путин будет сидеть в бункере, нажимать кнопки,
и все будет уничтожаться. Все в ад, а Путин останется у себя в бункере. Но мы увидели какое-то жалкое подобие какого-то ответа, хотя, конечно же, это был мощный удар, а, исходя из того, что сейчас идет война. Но при всем при этом это всего лишь были удары по электрогенераторам, по таким вот вещам, которые наносят вред населению. Что он делал в протяжении вот этих 2,5 лет, в принципе? Почему такой слабый ответ? И будет ли еще ответ? Возможен ли еще ответ? Ну, что я могу сказать по этому поводу? Предугадать трудно, но, по крайней мере, видно, что у них нет, пока что они не готовы. Но известно, допустим, что у них круглые сутки, трехсменно идут эти все вот предприятия, которые, возможно, перейти на военное, как говорится, создание снарядов, там, это. Правда, может быть, они не высокого качества, но на это они работают. Количество, что было. Они собирают эти снаряды. И теперь, видимо, у них нет такого готового так ударить что-то, но они где-то постараются, конечно, в отместку что-то как-то, что говорили, как-то возместить и сказать, что теперь они говорят, это была информационная такая атака. Даже если я слушал это информационно было, это было то, это Соловьев там другой год. Они уже там в панике, вот, в панике делать. Вот такая ситуация, а Путин спокойно ездит по регионам, скажем, Северного Кавказа, ездит там, это все извиняется, прощупывает там, что может делать, и настраивает вот этих людей, чтобы из них сделать пушечное мясо. Вот что он собирается делать. Он только для этого уже поехал. Они же там ему вертолеты высшего класса и эти дроны не делают, правильно? Так что я думаю, что в этом смысле, если им удастся, они ответят. Но не атомным оружием, конечно, не атомным, как они грозились. Вот так я думаю. Конечно, он ударит атомное оружие, значит, все остальные, значит, вступят. Это уже все. Это он понимает это все. Попробуй он там это сделать. Сейчас еще там эти самолеты F-16, еще на подходе, еще там что-то. Они уже бьют далеко, вплоть до Тюмени, там разрушают их газобедные колонки. А? Да. Да. Но это не дает ничего, это ничего не дает просто там. То есть какой-то резкого ответа не дает пока что. Ну, бьют эти, то бьют, вот это говорят. Но что будет сейчас, вот, скорее всего, будет связано вот с выборами, которые в Америке. Потому что Америка – это, так сказать, генератор, который начнет действовать, изменять ситуацию, действовать. Сейчас как бы все приостановлено. Я вот так полагаю, что вот если сейчас президент Америки станет кто-нибудь из них, то они уже там какую-то там позицию будут выдвигать и объединять вот эти европейские страны, как раньше начинали они, или разъединять их, как не хотели раньше. И в итоге мы увидим, что будет. В любом случае, эта война против украинского народа, и украинский народ и не сдаст ее, никак не сдаст. Потому что они почувствовали себя единым народом, у этого народа есть дух, есть сопротивление, и мы это видим. Это уже политическая нация. Это нация, которая стала как единый кулак теперь, мы видим. Ну и за исключением тех агентов влияния, которые там внедрились. Они их потом в микс сотрут в порошок. Если вот такая ситуация, вот, наверное, сейчас они будут это делать.
Вот такая ситуация. Ливан Кочерава добавляет комментарий к тому, что вы сказали, Аят, Аят, и говорит, и у нас, уважаемый Аят, поменяли флаг и герб, и гимн. Это они делают сознательно. Пока они, как вы говорите, не вернутся на конституционное поле, будем разоблачать их, этих марионеток. Конечно, конечно. И это не случайно, что флаг пятиконечный или девятиконечный на гербе у нас звезды. Это, я думаю, не нужно быть большим политиком, чтобы знать это. Они же самозванцы, они вправе делать все, что хотят. Они хотят использовать нашу атрибутику и в то же время вот себя изображать вот такими. Вот так вот, понимаете? Это преступление. Преступление – это тягчайшее преступление в соответствии вот, по нашей Конституции. Мгм. Билал задает нам из ТикТока вопрос, тоже связанный с Украиной. Как вы думаете, Аят Идигов, Белорусь, скажем так, но сейчас она Белоруссия, конечно, оккупирована. Как думаете, Аят Идигов, Белоруссия может напасть на Украину? Беларусь сама не нападет на Украину никогда, мне кажется. А вот Россия может оттуда свои войска или их отряды запустить туда. Там пока что хитрит и уворачивается этот Лукашенко. Он такой хитромудрый. Но в конечном итоге он помогает Путину, чтобы саму сохранить у власти. И это видно все. Мне так кажется. Здесь интересно такие несколько комментариев. В один я сейчас постараюсь объединить и задам вам Давай. вопрос, потому что у меня есть такая дилемма. Я сразу же, как только подозреваю кого-то в связи с российской разведкой, я его оставляю там же, где я его обнаружил. И вот Дометиев, наш постоянный подписчик, говорит, Закаев действительно очень часто появляется на украинских информационных каналах. Может, вам тоже как-то связаться с Цымбалюком, Гончаренко, Порошенко или с Корчинским? И ему моими мыслями отвечает другой наш подписчик Шамиль, который говорит, сейчас, где это был его комментарий? Дометиев, он говорит ему, все, кто содержится в твоем комменте, люди, сотрудники конторы. И Дометиев отвечает дальше и говорит, Аслан, бывает нужно сотрудничать с людьми, которые вам не нравятся. Но для достижения цели бывает нужно идти на контакты с ними. И последний его комментарий, где он обращается к Шамилю, говорит, когда вы знаете, что и кто, то есть из конторы, что они, это даже лучше. Для достижения своих целей с такими людьми нужно работать. Аят, как вы думаете, как нужно быть нам, чеченцам, которые находятся между молотом и наковальней, между водой и огнем, действовать вот с этими деятелями, которые, по нашим оценкам, являются агентами российских спецслужб? Но вот то, что предлагает этот человек, Митиев, это мы проходили очень давно. Мы всегда, вот когда там были, говорили, что мы там вот пойдем с ними на контакт, обманем их, мы не будем с ними считаться, возьмем, да мы их перехитрим. А как вы перехитрите лису, который имеет уже многую вас ведут сути. Мы вот как говорится, в этом вопросе работали с украинскими политиками, и вот в 22 году они признали наши государства оккупированные, это как раз мы работали, наши члены президиума и украинские политики, они признали нашу страну территорией, осудили геноцид чеченского народа, и на этом пока она застопорилась. А вот эти люди они как мешают нам, чтобы мы дальше эту работу делали. И налепили вот эти разные медали, ордена, каждому встречному выдать побрыкушки получать, которые не имеют никакой чеченской власти. И этих людей за руку ведет, как ты говоришь, Аслан ведет
Кремль. Вот это очень, это очевидно. Митиев, наверное, это не видит. Мы это понимаем хорошо. Хорошо, что ты тоже это понимаешь. Мы давно это хорошо понимаем. И в этом вопросе мы нацелены на это и на другие действия. Но пока что, вот видите, какая-то сложная ситуация в самой Украине, да и в мире, в связи с тем, вот, что вот такие эти процессы идут. И выборы, скажем, в Америке, в Украине, вот такая война. Если бы это было бы как-то то мы бы что-то пытались бы, конечно, что-то прорваться где-то. Но не скроем, мы пытались это делать, но нам препятствовали, чтобы мы туда с ними сконтактировали, говорили. Мы писали письма на имя президента и там структуры власти. Они эти письма получили, но в конечном итоге пока что ничего не продвинулось, я вам скажу. Мы не сидим сложа руки, а вот если у Митиева что-то такое есть, которое он знает, так давай помогай нам, если ты наш сторонник. Давай. Ну, думаю, наш сторонник. Домитиев, ну вы услышали мнение Аяда. Специально зачитал вашу переписку, чтобы был более понятный и развернутый ответ на ваше замечание. На самом деле, часто получается, Аяд, что предлагают участие в какой-нибудь схеме, игре, так сказать, предлагают игру разные деятели российских спецслужб. И если бы за мной стояла бы мощная чеченская спецслужба, я бы при любом, так сказать, рисковом предприятии принял бы участие. Но так как кроме моей репутации у меня ничего нет, и спецслужб за моей спиной тоже, поэтому приходится быть очень осторожным, чтобы не запачкали, так сказать. Ну вот я вам говорю. Все, я закончил. Говори. Вот я пример приведу. Пример. Вот когда началась вот эта атака, скажем, полномасштабная в 94 году с 11 декабря, то активно на нашей территории стал этот мемориал российский. Это не исторический там мемориал, который там история, а вот здесь мемориал там Ковалев, Орлов и всякие другие возглавляли. И они активно начали в это дело, чеченские женщины подключились. Настоящие патриотки, настоящие болеющие душой женщины наши, которые. А эти, как их, мемориал использовал их в своих целях, так, для того, чтобы вот где-то помочь кого-то вывести. А по большому счету этот мемориал принимал те же формулировки, те же государства. И я по этому поводу написал даже целую статью, вернее, там их статья там раскритиковал их. Они, когда даже были какие-то переговоры там или где, они появлялись, они правозащитники. Их игру, и потом им оттуда, понимаете, им было не выбраться. Они у них забирали материал, у них забирали кассеты, они у них забирали другие там нужные моменты, посылали куда-то, значит, на Европу, где-то кататься, смотреть, как будто их там принимали, они выступали, и в то же время там ни разу не было не было части, не было сказано о том, что мы создали свое государство по праву, что на нас оккупировали это. Эти говорили только о том, что вот там он переводил
прямо вот так вот загубили, затащили наших людей. Поэтому мы должны быть осторожны в этом вопросе. Вот что я имею в виду. Понимаете, они попались, наши женщины отдела, и не знают, что делать. Я их почти всех знаю, знаю, чем они, как. Некоторые там вообще это делали, может быть, уже привыкнув, почему и что, очень переживали. Так что это дело, игра с ними очень такая, значит, в убыток себе может быть. Если не знать, что это за игра, надо знать вот этот дух и направление вот этой их политики. Надо знать это. Ливан Кочерава задает вопрос. Ливан Кочерава задает вопрос. Не имеет значения, кто победит в Америке, Харрис или Трамп. Политика Америки будет очень решительной, и отношения с Россией. Интересно, как думаете об этом вы, уважаемый Аят, как профессиональный политик, человек с большим опытом? Вы знаете, меня здесь как бы тревожит вот то, что когда на нас еще в те годы напала, значит, Россия, бомбила, убивала нас, на весь мир изображала из нас бандитов, террористов. Там потом готовили религиозных деятелей на исламскую литературу. В наших селах параллельно делали параллельные, скажем, мечети, говорят, что старые наши мечети – это мечети еретиков. Вот так стравливали нас, понимаете? И тогда, помню, эти демократы, Клинтон, они, значит, когда 11 сентября это было, в 2001 году взорвали 2 башни, Путин поехал туда, то все там начал это, и давайте сделаем, что мы с международным терроризмом боремся. И нас тогда вписали в этот международный терроризм, эти демократы были, Клинтон, они, и они стали давать вот так. Это вопрос, чеченский вопрос малой крови. Они сдавали. И когда там мы бывали там, в Америке, в Вашингтоне, и там, они говорили, что скоро она станет демократической, эта страна, и ваши вопросы мы тоже решим, все мы решим, все такое. Как они могли решить? И у меня вот этот осадок остался от этих демократов, хочу сказать. Но это не значит, что сделает этот, как его, Трамп, я не знаю. Вот наш подписчик к Трампу с призывом признать публику. Так, Асан, да? Момент, да. Да, Юль, Аят, звук, да, Юля. Да, Юль, звук. Звук обрывается, я не слышал тебя. Я хочу сказать, что это друг. Да. Зависает. Этой власти. Зависает. Да? Ну, не знаю. Да, у тебя с интернетом. Да, Юрий. Поэтому мне непонятно, что будет лучше для нас. Но в любом случае выборы прошли бы, там вот еще недолго осталось, тогда бы была бы какая-то определенность. Я думаю, не в пользу России. Вот так. Баркалает. В Украине любого человека, если спросить, кто хоть немного интересуется политикой, кого вы знаете из диссидентов, Ичкерии, ответ всегда про Закаева говорят. Когда идет представление добровольцев, чеченцев, опять же про Закаева говорят. И нам предлагает Дометиев, это чтобы как можно больше быть на виду.
Аят, как вы думаете, это вина в нас или в украинцах вот в этом? Что не, вас везде Война замалчивать? не в нас. Я вам скажу, они говорят, и это Проблема. нужна, может быть. Мы не так и хотели туда, я, там, другие, чтоб там едешь, чтобы нельзя. Поэтому мы сейчас вам говорим эту ситуацию. А в один момент, когда украинец узнает, кто есть кто, тогда уже им самим об этом судить. Но мы не стараемся там кого-то там переубедить. Мое дело правду сказать, а решать это уже украинцам. Поэтому мы от своей позиции не будем уходить. Наша позиция – это создание нашего государства, провозгласили СССР в 1991 году в рамках современного международного права на основе декларации Общенационального съезда чеченского народа Мгм. и международного права. А у эти люди самозванцы. Вот мы говорим об этом, чтобы люди знали во всем мире. Вот и все. Пока что мы другое в данный момент не имеем. Мгм. Ясно. Друзья, напоминаю, стрим у нас идет в ТикТок и в YouTube канале. Пишите комментарии. У нас платформа открытого диалога. Аят Эдигов, представитель, сопредседатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Задавайте вопросы, пишите комментарии, принимайте активное участие. Ясно. Так, Вот так вот. сейчас я тут прочитаю. Аят, вот тут комментарий я увидел Да. и решил, у меня вопрос возник по этому поводу. Ходорковский, Березовский и разные другие товарищи, которые наваривались на войне, которые принимали участие посильное в геноциде чеченского народа, здесь спокойно проживают, тратят эти деньги, дальше там очень хороший. Какое отношение к этим людям у нас должно быть? И почему Запад так откровенно, демонстративно игнорирует наш вопрос? Что происходит? Но вопрос вот в чем. Я уже сказал это, что до этому Западу до нас вообще нет никакого дела. Они нас рассматривают как часть России. Мгм. Они, когда вот подписывали с нами договор, там и то все, они считают, Россия предложила себя из части Чеченской Республики территории как часть России. Хотя мы приняли все эти документы, решения приняли соответствующие, и кроме нас самих и наших друзей, нам в этом вопросе за нас беспокоиться никто не будет в этот вопрос. Поэтому так вольготно себя чувствует Закаев и другие деятели, религиозники и нерелигиозники.
все они чувствуют себя свободно, потому что Запад и остальной мир рассматривает нас как ценно, их не интересует, что пусть они, поэтому пусть они сами разбираются, говорят. Они не хотят разбираться в нашем вопросе, им кажется этот вопрос слишком мелким, понимаете? Для нас он очень важный, поэтому мы и говорим. Вот такая ситуация. Мы вот это выступаем здесь, в других каналах, там пишем статьи, все это излагаем. И это вопрос только нашего народа в первую очередь. Если мы не будем за это вот это понимать, мы хотим, чтобы в первую очередь наши люди, наши друзья и остальной мир это понял. Поэтому работу мы эту и ведем. Понимаете? Вот поэтому и происходит это. Понимаете? Вот такая ситуация. Еще тогда один вопрос у меня назрел, давно думал над ним и хотел тебя спросить. Сейчас, пока я вспомнил его, задам тебе его. Я хотел бы узнать об отношении Чеченской Республики Ичкерия с Израилем в общем и с евреями, нашими грозненскими, чеченскими евреями, которые жили в нашей стране до войны и разные они разъехались. Сейчас я наблюдаю ситуацию, когда российская пропаганда, а это у них любые российские силовики, он не офицер, не настоящий русский офицер, если он не антисемит, не чеченофоб и антиамериканец. Это и сейчас уже украинцы добавятся. Вот в этой ситуации, я так полагаю, нам придется вместе с евреями расхлебывать то, что сейчас будут гонения, террор по отношению к нам всем. Какие у нас с ними отношения, были? И есть ли у нас какие-нибудь связи с ними, которые старые, и, может, кто-то уже умер? Вот в этом плане расскажите нам. Ну вот у Чеченской Республики Ичкерия у нас отношения к ним были очень ровные и положительные. Положительно было связано с тем, что когда чеченский народ выслали в 1944 году, они там пробыли 13 лет, и после возвращения этого народа в помещение, жилье, все, что были, все было соседним разным народам или пришельцам, все отдано было. Так вот, эти, которые сидели там, некоторые люди из севера, из юга, из запада, ну, которые, в частности, которые занимали наши жилища, так, они все там, с ними приходилось чуть ли не войной это убивать, отнимать, а в некоторых местах нам вообще и не отдавали, на их сторону оставала местная власть, так. А вот евреи, ни один еврей не занял наше помещение, и если он занял, все эти помещения были вернуты нам. И это знал весь наш народ, понимаете? Наши евреи, мы так скажем, наши евреи, которые жили в Чечне. И они возвращали наши помещения. Они даже, когда мы приезжали домой, они даже там на вокзале устроили этот небольшой встречу с кондор-станциями. Вот это делали наши евреи, которые были в он ничего не взял. Вот не было у них отношение к еврейскому и их создание. Это вопрос очень сложный, и это вопрос, который принимал, скажем, международное сообщество, ООН еще в 1948 году, еще раньше. Они вот когда вот это все сделали. Вопрос очень сложный. Вот столько стран вокруг, скажем, Израиля, между собой не могут. Вот, допустим, сейчас Хамас напал на еврейскую сторону, начал убивать. Да. Они инициировали.
то этот Аббас, добавляет там вот эту, как их называют, палестинское движение, он выступил в пользу Израиля. Это удивительно, правильно? Другие там страны, там Саудовская Аравия, другие выступили. Но хотелось бы, чтобы там был мир, хотелось бы, чтобы там была стабильность, понимаете? Что эти народы, которые... В чем глубокий смысл этого вопроса? Это нужно... Мы в любом случае за то, что Обрывается, зависает. Все зависло, ничего не слышно. Ничего не слышно. Да, Юля, да, обрывается связь. Ты на Wi-Fi или на мобильном телефоне, Аят? Аят. Да, Юль, Wi-Fi тяу, я мобильный телефон тяу. Ты с телефона? Просто если у тебя Wi-Fi, отключи тогда, если ты с телефона, отключи Wi-Fi, и пусть это будет мобильный интернет. Попробуй. Хозяин всё. Да, Юль, Аят. Не слышно, Аят. Можешь зайти и выйти попробуешь, Аят. Хозяин. Попробуй выйти и зайти, Аят. Хэш вала. Гуш вала, да, алейс, нюхается вала. Или в Телеграме можете там кто-нибудь передать. Да, подвисли мы немножко. Вот сейчас ты чуть-чуть появился, нет, да? картинка чуть сместилась. О, мне кажется, все, так нормально. Вроде бы нормально. Видите? Да, сейчас слышно. Главное, чтобы сейчас не зависало опять. Да-да. Все. Хорошо. Ну, в общем, то, что я сказал, ты услышал по поводу? Нет, последнее вот то, что ты говорил, было вообще не слышно. Ну, в целом я... Друзья, в общем, он, кстати, он диссидент был, он приезжал к 1997 годом. И он там чуть не погиб от встречи, то, что мы встретились с ним, его как бы, значит, из этого момента Так, тума не слышно вообще. Может, выйти и зайти попробуешь? Зайти и выйти. Цахайзума. Чуал хажа аэровали. Так.
Так, я сейчас отключил Аяда, потому что зависло. Я думаю, сейчас он попробует войти заново и попробуем продолжить. На самом интересном месте, как говорится, как обычно. Так, Ичкери Баулвеля Изакаю Нигдабру Баулвель Сидер пятиконечные. Чур мас бывает. Девятиконечный бац пятиконечный бушун. Вот американский баек ясан был сидер чедушун вайгер пятыч. Пятиконечный. Сундела уже идем дальше бывор дарцят. Вы знаете, в чем задача нас на русском будет? Давайте говорить на русском. Кто бы что ни делал, друзья, братья, сестры, кто бы что ни делал, все зависит от нас. Если нам хватает ума не дать себя обмануть, никакие вот эти все манипуляции, обманы не сработают. Просто не ведитесь на красивую обвертку, не ведитесь на красивые слова. Смотрите на дела, смотрите реально, чем занимается. Расхождение бывает или нет? Всегда есть симптомы, признаки, и всегда можно отличить, где человек искренен, где человек не искренен. Так, Аяд, ты в эфире. Ну, пока опять зависает. Ага. تخيزرون Аяд. تستقي ترق تعتصم خزم. Модный доктор, шалом. Пенсионер дался Юэль, подальше. Аяд царезоно, хешварцу вообще. Ночью, алейксалам, сокотырю вторук цейр. Тай под наш вову. Аяд, тебя не слышно. Не слышно и в Ютубе не видно. Как-то так, друзья, пишите комментарии, придумывайте комментарии. Так, Аяд. Сахилдаллах. Вот, теперь хорошо слышно. Если не начнет опять, да. Ну, вроде нормально. Пока слышу, пока слышу. Да, ну, Если есть вопросы, давай. да, давайте тогда перейдем к вопросам. Друзья, задавайте вопросы. Только восстановление законных властей в Грузии и в Чечении гарант стабильности на Кавказе. Вива Ичкерия, Грузия, слава Украине, говорит Ливан Кочарава. А ранее он писал, ведь был у нас Саакашвили нелегитимный, но прозападный. И он не оправдал ожидания Запада. Его в крахе был минимум его в крахе было минимум российского вмешательства. Сам народ его и изгнал. Так будет и с Закаевым, и с любым, говорит Ливан Кочарава. Как вы думаете, это корректное сравнение, если Саакашвили и Закаев? Может Закаев вообще Запад утвердить его на то, что... Правда, мы об этом. Мгм. Я встречался несколько раз с Гамсахурди, когда он у нас был.
власть, переворот сделал, потом в борьбе с этой борьбе, значит, Гамсахурдия погиб. Это все известно, да, он прав. Поэтому это все так и есть. И здесь сказать нечего. Так, ясно. А может Запад сделать ставку и сказать, ну вот, давайте, чечены, плевали мы, когда у вас был геноцид, и плюем то, что у вас выбор какой-то, какие-то у вас желания, стремления. Ну, давайте мы вам управляемого и послушного Закаева назначим. Возможно такое? Можно, потому что мы же будем смотреть страна, это будет дать, то мы же свое государство Международное право, да. и себя, они сами себя дискредитируют. Чего ж тогда создавать вот это все? И всем народам мира, что происходит. Но на этом пока что стоит вот так. Алейкум гламур чумелю машуэль. Ясно, ясно. Но с учетом того, что сейчас происходит, конечно же, сейчас будет не так мило и комфортно российской агентуре, как это было в 90-х, в начале 2000-х, я полагаю. Будем наблюдать. Они у нас как на ладони видны все уже. Они все себя выдали, по крайней мере, второго или третьего этапа они себя выдали. А может, у них еще более глубинные сидят, но мы уже повадки знаем. Это мы знаем, допустим, я, другие, которые все. А нам нужно, чтобы все власти и будущие тоже знали, к этому относились как надо. Чтобы они, значит, не мутили у нас ничего. Вот что я думаю. Знаешь. А насколько важно, иметь истории, вот все вот эти ужасные, коварные, вероломные поступки вроде бы наших людей по отношению к нам, к вам, кто нес это знамя, и к нашему народу в целом. Насколько это важно сохранить в истории, или же мы, как обычно, чеченцы любим все спрятать под ковер, там, мадах, мадах, махаит, там, личный млечнок, но что харум личный мадати аят, харума на история, дузди, что архитеон. У нас вот всегда была такая война с империей, так? И все, что было там внутри нас, в свое дело мы а после этого была такая, знаешь, буржуазная такая республика, собственно, скажем так, тогда. Но сейчас, когда мы на международной арене находимся, когда мы находимся в вопросе, значит, быть или не быть государством, когда речь идет о нашем государстве, быть или не быть, и этих противников, которые против нашего государства, против воли нашего народа уступают, вот эти противники, о них надо все сказать. Вот не случайно, ничего не зная, сидя там, Закаев, говорят, написал там книгу, в которой он излагал свою версию. И потом из того, что там излагал он версию, ну, совершенно наоборот все. Себя возвеличивал, когда никакой возвеличивания не было, ничего там не было. В большей степени он там где-то прорвался, там эти разные вещи
переговоры, их дела недостойны. А я все же думал тогда еще, когда мы думал, что это ошибки наши. Но потом стало, когда они появились здесь на Западе, дальше, когда они упорно, прячась, начали эту работу проводить, которая нужна России и Кремлю, то стало понятно, чем они занимаются. Речь здесь идет не о личных таких отношениях, да, а речь идет о том, что они ведут работу по дискредитации, по, значит, унижению чеченского народа и воли, который государство в рамках современного международного права. А раз они об этом ведут, об этом мы должны прямо сказать, ничего не пряча. Каждый, кто это делает. Почему они делают? Говорил Жахарду несколько, у меня уже написано, все это есть. Все. И я пока что не собираюсь это выдавать наружу, пока. Так? Но все, как это было, документально подтверждая фактом, все это есть. Отлично. А он, оказывается, в 18 году написал на английском языке, который он не знает. Там на наших некоторых героев, на наших некоторых президентов, еще на какие-то вещи наговорил, обвинил их в том-то и в том-то, что они, мол, это виноваты там в той или иной линии, там по созданию там, допустим, религиозных попыток, еще такое. В то время как именно Закаев был сам организатор, главный организатор всех этих мероприятий. То есть, если они и были даже таковые, он был одним из зачинателей и инициатором вот этих всех вещей. Он был. Он ходил там, уговаривал того или другого, чтобы вот это мы были сбиты с нашей, как говорится, линии, с нашей основы государственности. Вот такие люди, они должны и многие наши люди беспредела, что там он там понаписано, против наших людей. Он, оказывается, спаситель, а он никакой спаситель, не спаситель, ничего. Не был он никаким не спасителем. Клевещет там на людей. Клевещет, просто клевещет. И этот человек теперь себя, как с этой клеветой, с этим обманом выставляет себя главой нашего государства, должность в нашей стране. У нас кабинет министров возглавляет президент. Как прячется и себя ведет. Знаете. Так что люди, которые ему поверили, потом они будут разочарованы в будущем, я так думаю, если они не такие же, как и он. Вот там вы говорили, я ранее слышал, что, ну, я как помню, Закаев был одним из тех, кто нам в повязке в черное, вот с арабской вязью, там нет Бога, кроме Аллаха, там и так далее. И вот, Да. это самый первый человек был, который я увидел вот в этом формате. Да. Я был тогда молодым человеком, я помню. И сейчас якобы не он был, а вот все другие, Яндарбиев чаще упоминается, что вот он был сторонником вот переключения вектора нашего развития в сторону исламского мира, арабского мира. А Закаев как бы боролся всегда за демократию. Якобы он боролся. Здесь он так Здесь представляется. есть много документов, да, которые он, во всей этой работе помогал Кремль. Он делал так, чтобы его как-то его подвязывали к этой линии, так, чтобы он как бы, значит, был проходной фигурой для Кремля, так. На переговорах в 1995 году он себя вел очень недостойно. Они там подписали протокол о том, что наша диверсионная атака на Буйнёнов была террористической, бандитской,
А то, что Москва напала, убила около 100 тысяч наших людей, это было нормально. Вот такой протокол они подписали. И в том числе был он. Но это сейчас такие вещи, которые я просто хочу охарактеризовать его действия здесь. Не надо вот эти вещи ему здесь ходить, рассказывать, обращаться к чеченскому народу, обращаться. К какому чеченскому народу ты можешь обратиться? Ты не можешь это делать. Это не ваше дело, не ваших вот этих самозванцев. Прекратите, мы им уже много раз говорили, но на них не возымеет, знаете, а вас слушает да ест. Вот такой у них русский, как говорится, характер. Понимаете, вот и все. Да-да, Юбол, Бахтирает. Ливан Да. Кочерява задает вопрос. Уважаемый Аят, сам факт, что в Лондоне действует какая-то власть, хоть и симулятор, говорит ли это о том, что Запад собирается признать, это очень хорошо, Чеченскую республику Ичкерия? А следующим этапом будет уже восстановление законной власти Чечении. Так ли это? Как вы думаете? Нет, это много там бывал, с многими людьми знаком. Он там совершенно не имеет никакого авторитета. Единственное то, что он там говорит, что там, то все. Никакого. Возымеет там его прекрасно там знает о нем. Хотя он развивает эту малу, что там они его там поддерживают, что и спецслужбы поддерживают. Это все треп, который он придумал. Это их пропагандистская утка. На самом деле этого не так. Лондон не собирается, они понимают, с кем имеют дело. Понимаете? Они не понимают. Там разные там люди есть, с которыми я общаюсь, и которые мне об этом прямо говорили. Так что здесь этого нету. Но для остального там материка, вот такую пропаганду вот, через кого-то пытается идти. Почему? Они ездят, откуда у них деньги такие, ездят по всему миру, устраивают вот эти баллы, театрализованные, вот эти сзади, возят они свои телевидения, представь себе, это же должно быть откуда, кто им это дает, кто их обеспечит. Ясно, кто обеспечивает. Ясно, и кто, и откуда, это понятно. Поэтому здесь это заблуждение такое не должно быть, этого нету. Угу. Это все вскроется обязательно. Да. Ясно, ясно. А то он сам распускает слухи, что у него, как у Абдурахмана Авторханова, запасной паспорт, который ему выдала Англия на другое имя, другие документы у него, там такие вот он вещи рассказывает в эфире. Нет, он может, ему это солгать ничего не стоит. Понимаете? Это же обмануть ничего не стоит. Ему и таким людям, как он, это знаете, чем невероятная ложь. Это на самом деле мы смотрим не на эти детали. Мы смотрим, что эти люди незаконно себя позиционируют на Западе власти нашего государства. На самом деле никто из них, кто там среди есть, никакое отношение к власти не имеют. Никто. Они не были во власти, понимаете, и не были. И не были. Вот один сам этот Закаев был одно время, а затем они, как я говорил, там вот это все творили. То есть важен еще вопрос, что они сошли с основой нашей Конституции, основой воли нашего народа, который создал свое государство правым. Они сошли с него, и они заявили всеми своими документами, вот важный такой момент, принятыми ими документ в 2001 году, в 2002 году, в Копенгагене, Лихтенштейне, затем принята ими концепция, так? Затем принимаемые остальные решения, все говорят о том, что территории нашего государства есть часть России, они говорят, понимаете? Они не говорят это прямо, а сам документ, он построен на платформе того, что мы такие, понимаете? Из этого видно, что это так. И этим занимаются они. Вот да, совершенно верно, подтверждаю. Поэтому, исходя из этого, люди наши должны понимать, что никаких
оснований говорит о том, что у него нету. Поэтому он и прячется от всех. Поэтому он не выходит и не обосновывает. Вот этим говорят ему, вот тот, он молчит. Он, Васька, слушай, да ест. Вот такой у них. Это у них тактика, которая выработана учителями. И все. Больше ничего здесь нет. Мгм. Так что они активно, они противники, они помощники империи. Вот в чем дело. Поднимите, вот я повторю сам, документ вот есть за 2001 там год, потом есть вот эта резолюция Копенгагенская 2003-2002 года, в декабре. Потом есть эта концепция об условно независимом, которую они делали вместе с этим Ахмадовым, так называемым министром иностранных дел, из которой видно, что то есть все построено на платформе того, что как будто мы являемся частью России. По какому праву они это делали? Наши люди это должны знать. Никто не имеет права посягать на государство, которое создал наш народ. Никто. Вот в чем вопрос. Мгм. Я поддерживал эту концепцию обусловленной независимости. Я пытался с Ильясом Ахмадовым, со всеми выходить на диалог, призывал их Но принять участие активнее и так далее. У меня вопрос. Как вы считаете, эта концепция обусловленной независимости? Мне Илья сказал, что это не он сам писал эту концепцию как-то в разговоре, и она идет от Министерства иностранных дел Чеченской Республики, он мне сказал. Как вы считаете, за этой концепцией могут стоять американские власти или российские власти? Но за этой концепцией, какие бы власти ни стояли, это Мгм. концепция о том, что нашего государства нет, и что на территории России мы можем вместе, значит, при участии международного сообщества создать свое государство при пособничестве, скажем, западного, скажем, мира. Вот что там написано. А нашего государства как бы и нет. Понимаете? Вот что там двумя словами написано. Вот что там есть. А то, что он там, он, конечно, на английском языке написать не мог, так? Он не знал тогда английского языка, я знаю. И то, что он там наговорил, наплел, там это все это басни, которые он согласился, подписал как министр иностранных дел. Он говорил, что это концепция Ахмадова, но в силу там того-то лексики сказали моя, и то-то все, думал, что это хорошо. Но там много есть, это здесь, там нужно почитать и видно это. Видимо, ты не обратил внимания тогда, что это такое написано, как будто бы мы являемся частью России нынешней, и из нее нам надо выйти, и что международное сообщество нам поможет создать свое государство. Вот что написано там. То есть Да. нам должен разрешение дать теперь Путин. Вот что написано там. А с Мгм. международной точки зрения разрешение должна дать власть, которая есть в этой стране. А они пишут, что мы часть России. Вот что там написано. Да, я поддерживал эту концепцию, изменив ее не в той редакции, в которой она есть. Я хотел, чтобы американцы готовы были взять протекторат над Чеченской Республикой, чтобы вывести Но, нас из-под России. И я так это видел. И я думал, это написано нашим Министерством иностранных дел, что такие споры вокруг этой концепции я не знал, что какие-то твои вот эти выводы я не читал. э, вот как нас можно вывести из состава России, если мы в эту Россию никогда не входили? Ну, Если до создания да, этой России мы вышли из Советского Союза и 12 марта 1992 года уже приняли да, свою конституцию, я а знаю, да. 13 марта нас признала Грузия. Я знаю, что ты знаешь.
А они только начали формировать нынешнюю Российскую Федерацию России незаконным способом, привлекая туда бывших коммунистических руководителей, не дав этим народам избрать, значит, себе власть, избрать, значит, провести референдум этой территории, всех их подхватили под себя, они как бы могли выйти из состава. Вот в этом-то и вся суть этой концепции его. Понимаешь? Если мы туда войти, понимаете, мы вышли из Союза, как и другие республики, которые вышли. Вот в чем вопрос. Да, я понимаю, Аят. Я имел в виду, что не выйти из состава России, Российской Федерации в юридическом смысле, а выйти из-под гнета вот этой Российской Федерации, которой наш народ оказался. И тогда это было сделано так, и я предлагал уже по-другому изменить это. Я начал ее переписывать, потом другие люди начали переписывать, и потом КГБшники оказались вокруг нас, которые тоже начали ее переписывать, и тоже я их познакомил на свою беду, как говорится, с этим Полом Гоблом и так далее. А потом меня эти КГБшники просто перестали брать мне трубку. Когда уже сделал я свое дело, они просто не стали брать трубку у меня. Начали про меня распускать слухи, что я КГБшник и так далее. И так далее. Поэтому я думал, это так, Аят. Я думал, что идет война, геноцид, и что предлагается вот такая концепция, чтобы американцы нам помогли выйти из-под этого геноцида, давления. И вот в этом так это виделось у меня. Ну, ты, может быть, имел благие намерения, так? Имел благие намерения, это факт. Никаких намерений. Это невозможно было, потому что этот документ вышел, они его перевели потом на французский, немецкий, русский. Здесь сходили, там по мостам стояли, раздавали эти книжонки всем, понимаешь? Вот чем они занимались. А когда я это получил, посмотрел, я написал тогда статью, которая называлась «Зигзаги чеченской внешней политики», где раскритиковал ее. Я помню, Вот я оттуда потом читал. Я потом читал это. Да. Это... И вот это получилось, что это как это так? То есть здесь вот надо как-то смотреть, как они там себя ведут, что там написано. Ты уже опыт приобретаешь, когда ты видишь сразу, что они говорят, что хотят сказать, ты уже понимаешь, когда здесь вот, идет их риторика, сразу понятно. Да, с опытом понимаешь. Теперь уже я обращаю на все запятые, на все внимание. И не верю всем ичкерийцам безоглядно. Как раньше. Валейкум ассалам, с уважением всегда. Гламур, Шави Гамаш. Ой, Гламур, ты немного потерял, что тебя забанили. Я тебя с этим поздравляю, чем слушать бред. Лучше заняться чем-нибудь свободным от этого времени. Лучше потратить на что-то полезное в свое время. Так, друзья, но протекторат – это предательство, говорит Эрмага. Что значит предательство? Смотря, ну ладно, давайте эту тему оставим. Я просто хотел это спросить. Что? Ну, здесь пишет. Давай. Мага пишет, говори, что какие вопросы давай. Протекторат – это предательство, говорит просто Мага. Он комментирует просто. Ну, это можно и назвать и предательство тоже, потому что они отходят от нашей основы, понимаешь? У нас государство, а ты ее суешь в придаток какого-то государства. Вот что получается. С кем у нас конфликт? С самым главным врагом. Или с любого государства, придаток, понимаешь, как бы придаток. А это нельзя делать. Он этот сам Закаев не понимает, что там они крутят, вертят, ему говорят так, он идет, так, ему говорят так, он идет. Теперь же ты же знаешь, что они в 2017 году, будучи до этого времени называя себя демократом, а в 2017 году они перешли на Конституцию, где в 2002 году
где все решения принимаются на основе Корана и Сунны. А здесь везде, в Европе, все, и в Украине везде говорят, мы демократы, ходят, говорит. Но это же лицемерие, понимаете, вот в чем дело. А они это все видят там, и молчок. В чем дело? Вот в чем вопрос. Это и есть то, что им все равно, что Закаев, что Эдигов, что Арцуев, что там другой, Трико, им дать. Вот мы должны понять это. Это говорит о том, что мы должны объединиться на основе нашей конституции, на основе нашей решения по международному праву, чтобы этого не было, вот это раздрай и строить вот эти люди. Вот что такое. Это мы должны четко и ясно понимать. Ясно. Так, с уважением всегда вопрос, ну, такой, как обычно, но все равно. Когда мы будем делать все, чтобы освободить Ичкерию, когда мы сможем объявить освобождение Ичкерии, спрашивает. С уважением всегда. С уважением всегда, хоть завтра, если это позволяет ситуация. Хоть завтра, хоть сегодня. Мы этим живем, эти мысли в нас. Мы для этого пытаемся вот эту работу провести. Вот мы сейчас там критикуем того-то, я критикую. А я им говорил, вернитесь в конституционное поле, оставьте эту свою бредятину, давайте работать вместе. Они не хотят, они не могут или не хотят. Или они сидят на какой-то там, значит, за руку их ведут, их финансируют, они отвернуться, наверное, не могут. Но они могут и не могут, это не важно, они делают это против всего нашего народа. Представь себе, они хотят сбросить в эту пропасть снова, который у нас был до 91-го года, как в Советском Союзе, в состав России сбросить хотят. Хотят сказать, они у нас сейчас хотят отнять правовую основу создания нашего государства, правовую базу хотят отнять. И это нельзя позволить сделать. У нас есть уже подготовлены все основания, документы, из которых видно, что это все, то, что они творят, и что продают, это все ложь и неправда. И документально это все есть. Салам, Эд. Салам. Приветствую тебя. Так, отлично. Тогда будем готовиться к тому, чтобы поехать домой. А если по срокам, конечно, это такое дело неблагодарное. Ну, в этом году или в ближайшее время, как вы думаете, изменится, обрушится вот этот режим КГБшно-террористический? А я твоих салам дует с уважением всегда, Бог чё. Да, салам чагат. Ну, что я могу сказать? Я же не шейх, но, по крайней мере, я говорю, что на это мы нацелены, на это мы хотим, значит, ориентироваться. И если нам в этом вопросе, скажем, будут содействовать те страны мира, Запада, которые говорят о международном праве и говорят о правах человека и все такое, так, всеобщая декларация прав человека, мы же на этой базе базируемся, то мы готовы, не то что готовы, вообще этот вопрос нам задавать, по-моему, даже излишне. Мы об этом только этим и живем, большинство из наших людей. Да. Мегарду. Так. Друзья, я напоминаю вам, если вы задаете вопросы, я зачитываю. Не задаете, я их не зачитываю. Все просто. Российская империя знает, что признание Чеченской Республики Ичкерия будет со стороны Запада и заранее готовит свои кадры в лице Закаева. Но это не поможет. Вива Ичкерия, это ей не поможет. Да, Алмуглави, Ливан, спасибо вам. Спасибо. Разумеется, что так, они готовят, им разница нет, у них таких кадров сколько угодно.
Просто они там их держат, чтобы создать впечатление, что и это, и это, и это есть, чтобы наши легитимные, которые есть власть и людей, их чтобы растворить в этом. Вот какая задача. Они хотят растворить нас, чтобы нас не было, и чтобы вот сказать, что это одно из движений, сказать. Понимаешь, вот в чем дело. То есть они вот такие вот, ну, каверзные или такие вот приемы применяют. А эти они пользуются, это для них выгодно и в той или иной мере. И эта работа занимается всегда. Здесь с уважением всегда говорит Аят, сначала надо же освободить Ичкерию силой, войной. Силы войной, если мы будем освобождать Ичкерию, к примеру, да, во-первых, у нас нет сейчас таких возможностей, чтобы даже добраться туда. Чтобы добраться туда, нам нужно пройти чуть ли не весь Северный Кавказ. Или нам нужно, значит, через Южный Кавказ, через Грузию, Азербайджан, тоже, который нас не пропустит там в России кругом. Так? Значит, нам вообще-то нужно, я уже говорил об этом, в первую очередь, объединиться здесь, на Западе и в других странах мира, по всему миру, для того, чтобы наше государство было признано в других странах мира. Я объясняю, что почему вот 3 Балтийские республики были признаны Советским Союзом. Тогда, когда, еще когда Советский Союз был. Это потому, что Запад, когда в 1941 году, в 1945 закончилась война, не признала оккупацию этих республик, 3, так? И ООН, и все, значит, не признавали это. И их вот, значит, правительство изгнания, их, значит, депутаты или другие, они как-то называли себя, они находились в Америке или на Западе, и все время вот так вот работали, напоминали о себе. И когда Советский Союз вот такой ситуации, западные не признали, ООН не признали оккупации страны, именно поэтому Советский Союз вынужден был признать эти 3 республики независимыми государствами. Поэтому нам тоже нужно вот эту ситуацию, в которой мы находимся здесь на Западе, объединиться для того, чтобы мы могли, значит, мы уже подали эти заявки в Польшу, Балтийские республики, мы подали, кроме, как говорится, Украину. Украина это сделала. Нам нужно это решение здесь объединить и работать в этом направлении. Чтобы нам не дать это сделать, здесь ведется работа этими людьми, которые я вам рассказываю. Они здесь разные, значит, движения придумают, какие только не придумают, вы знаете. Они там и религиозные, и другое, и третье придумать и не дают нам, нашим людям, понять, что такое. Ведь многие люди наши уже давно забыли, которые молодежь здесь вырастает, забыли, что там было и как, и кто. Они говорят, что, допустим, мы хотим пойти туда и возглавить это, к примеру, я. Я не могу это возглавить и не собираюсь идти туда возглавить. Для нас важно, чтобы там восстановилась наша власть, а мне уже, которому уже 75 лет, какой там восстанавливать. Мы ведем вот эту правовую обоснованную работу, которая является, значит, для убеждения остальных народов сказать, что это по правилам, по законам создано государство, и чтобы эти государства, так как и Украина, признала нас. Тогда у нас будет шанс защиты Запада, который нам даст Запада или других стран мира, неважно, будь то Турция, будь то, скажем, ну, какая угодно страна, Казахстан, Узбекистан, другие, которые соседние, другие страны, что это нам даст большой плюс и возможность, чтобы мы оказались в ООН, еще где-нибудь, и чтобы мы там эти вопросы поднимали. Вот что для чего нам нужно. А чтобы этого не было, действует вот эта команда самозванцев, так, и еще другие на подхвате, их же, как говорится, единомышленники, но под другими флагами. Вот что это такое. А идти туда сейчас, захватить, завоевать, эти разговоры пока что лишние. Мы не можем это сделать. Если мы это сделаем, допустим, я говорю,
мы это сделаем, захватим, у нас хватит силы, то эта Россия направит весь удар на нашу республику, такую, Саш, по территории маленькую, и малочисленно убьет наших людей, и всех, кто там останется, выселить на Дальний Восток и туда дальше на вечное поселение. Понимаете? И это у них в планах есть, эти планы были. Еще эти планы показывал и президент Жохар Дудаев. Я видел лично эти планы. Об этих планах говорил даже Горбачев, когда его снимали. Что к нему подходили и говорили: давайте, в 91 году, давайте выселим чеченцев из Северного Кавказа. И он отказал, он говорил, Горбачев даже, президент СССР. Вот такая ситуация. Вот чем нам надо заниматься. Это очень важно. И чтобы мы это не занимались, нам мешают здесь на Западе эти самозванцы разного рода. И мы это должны понимать. Это должны понимать молодежь. Это должны понимать другие. Допустим, я скажу, это нужно не мне лично одному. Я один из них. На мне это возложена тайная функция. Я ее пытаюсь выполнять, как и другие члены наши. Мы не создавали никакого правительства, никакого государства. Мы являемся членами того государства, которое создано нашим народом в 91 году и которое создано повторно в 97 году на очередных выборах, которые были признаны ОБСЕ. А эти люди, эти самозванцы. Поэтому эту работу на Западе нам не дает, как говорится, делать вот эти люди, а за ними стоит Кремль. Определенный Кремль, их агентура. Вот что это такое, чтобы было вам ясно. Да, совершенно верно, Аят. И здесь Ливан добавляет тому, что ты говоришь, что согласен с уважаемым Аятом, это будет мирным путем восстановления законной власти, как и Джохар Звияд, Гамсахурде, законно президенты пришли мирным путем к власти. И именно это так и должно быть. В противном случае нам предлагают тем преступлениям, которые совершила русская военщина с коллаборантами, покрывая эти преступления, совершить новые какие-нибудь там суды, самосуды, суды Линча, и в итоге не будет крайних. Никого, все не виноват никто. Все виноваты, и никто не виноват, как говорится. Да. Это новое, хехли аккуратно подойти до дешон, вежери всем дешон, лица дает. А я дик, а президиум, гладует, ах, шадик дикры душой. А сам вы работаете с ичкерийцем, который приезжает на Запад, или этим? Мы работаем со всеми, кто у нас правозащитная организация. Я за себя говорю, я знаю, что президиум тоже работает с людьми, пишет документы, пишет там, помогает как может. Но мы тоже работаем. А то, что делают другие, мы что-то не видим никакой там работы, деятельности. Имитация, только симуляция и имитация деятельности. Это плохо, нужно больше своих сторонников. Дометеев, это, конечно же, не проблема. Вот все чеченцы, которые нас смотрят, они все поддерживают вот, наши взгляды. Все хотят свободы, все хотят сатисфакции, все хотят на родину. Это даже не обсуждается. Это такая, по умолчанию у всех чеченцев есть. Дело в том, что любой чеченец, если начинает что-то говорить, террор над родственниками, террор над ним самим, убийство, дискредитация, подкупы, шантаж. Ну, вот все наборы, которые имеются, над нами, чеченцами, совершаются. Вы, наверное, не до конца все еще вновь и вновь, которые так говорите, понимаете, что происходит. Мы находимся в клетке с людоедом, который вы все и и закрыли глаза, и закрыли уши, чтобы не слышать, как мы там кричим с этим медведем-людоедом. Поэтому все поддерживают, но говорить об этом, заявлять, мы за себя, за свои жизни не боимся. Многие боятся за родственников, за женщин, за много чего они могут делать и делают. Понимаете? Вот почему вы не видите активно чеченцев, которые выступают. Плюс чеченцы не верят никому.
И я никого за это не виню. Вот такая вот сложная ситуация, она не имеет таких простых решений, как это было в советское время, когда какой-то политику начали западному жаловаться, что в Советском Союзе все плохо, там третье, десятое. И он так спокойно сказал: а почему люди не выйдут на митинг в Советском Союзе и не свергнут власть, не изберут себе другую? Вот приблизительно так, если как. Так, вопрос Аяду от Эда Мамедова. Украина признала Ичкерию. Так почему Украина не дает вам трибуну в Раде? Также вам должны предоставить место для посольства Ичкерии. Почему они не дают вам этой возможности? Этот вопрос мы как раз-таки и сами задаем. И по этому поводу было написано нами письмо специально на имя президента. И мы обращались во все там, какие есть инстанции, но мы пока не получаем ответа. Вначале было какое-то движение, и даже мы должны были выехать туда, в Украину, встретиться, поговорить, так. А затем вдруг этому делу дали какой-то тормоз, какие-то причины придумали и не стали нам этого давать. Но видно, что-то там у них не ко времени это было, или кто-то им что-то сказал внутри. Но, скорее всего, это было на пользу тех людей, которые сегодня хотят, чтобы успехи, скажем, Кремля в Украине были более, значит, успешны, нежели если мы придем и будем рассказывать, что есть что и что есть что, и установим какие-то отношения между нами. А это не делалось. Вот мы поэтому не знаем, сами не знаем, мы, значит, туда и писали, и говорили, отправили именно в офис президента обращение, письмо, и никакого ответа не получаем пока. Ну, в связи с этой войной, я уже говорю об этом, мы сейчас особо не усердствуем, хотя считаем, что они должны были это сделать. И дать нам выступить и в Раде, и дать нам выступить в других международных организациях, где они участвуют всегда, чтобы мы там были, а не водить за руку каких-то там других людей-самозванцев. Это очень нас, как говорится, интересует, почему они так себя ведут. Но, видимо, там есть какие-то разборки. Пока что до этого мы не можем дойти. Вот в чем дело. Мы же не можем войти туда, да, все, признание, все, как вот мы есть, это все есть. А они вот пока что вот такая ситуация. Да, ждем отмашки, согласия. Да. Хорошо. Аят, мы уже почти 2 часа в эфире. Я думаю, можно, если больше нет вопросов, или если ты ничего не хочешь дополнительно сказать, можно потихонечку заканчивать. Нет, я все сказал, я даже больше, я каждый раз одни и те же почти вопросы бывает, вынужден отвечать на них. Но я думаю, это хорошо, потому что люди повторить, сказать снова, что интересует, я отвечаю на эти любые вопросы. Пожалуйста. Повторение – мать учения, как говорится. Да, да. Так, весь мир признал, что фашистская Российская Федерация – это террористы. Вспомни, где сейчас Саддам Хусейн, Каддафи и многие другие диктаторы. Фашистская Российская Федерация – просто дело времени. Суд, наверное. Но нам всем надо готовиться к зарубежному за рубежом объединиться. Эд, ты всегда умеешь подсластить наш любой стрим, и, конечно же, мы готовы к объединению со всеми. Так, Ая? Да, да, конечно. Спасибо Эду за то, что он написал письмо Трампу с просьбой признания Чеченской Республики Ичкерия. Мы надеемся, что он станет президентом и признает нашу республику. Да, Мула. Эд Мамедов после деоккупации получит паспорт, я за него ручаюсь, получит паспорт гражданина Ичкерии. Спасибо всем. Сейчас, пожалуйста, подожди. Все.
Все, на этом наш стрим заканчивается. Спасибо, что смотрите и поддерживаете, друзья. Спасибо, что принимали активное участие. Всем, кто просто смотрел отдельно, тоже спасибо всем. Всего самого хорошего. Адикюэль, Маш, Оль, до свидания, друзья. Адикюэль, Аят. Адики, до свидания. Всем спасибо. Адикюэль, Маш.